Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах. Алхамдулиллах. Салату вассаляму аля расулиллах. Прежде чем, дорогие братья, продолжить нашу тему урока, иншаллах, у нас сегодня будет истигфар, просьба о прощении. Хотел спросить, как у вас дела? У всех жены кашу приготовили сегодня. На работе все получилось. И самое главное, как у вас дела с Аллахом? Как у вас дела с Аллахом? Никто утренний намаз не проспал. Никто Аллаха забвению не предавал. Никто, получая от Него дары, блага, поблагодарить Его не забыл. Вот этот вопрос, как дела, мы часто себе задаем, да? И по-татарски, нчихалляр, и у арабов кейфа халюкум есть это, да? Но чаще надо задавать друг другу вопрос, как у вас дела с Аллахом. Потому что если, иншаллах, у нас дела с Аллахом будут в порядке, тогда, иншаллах, Аллах Тааля всю нашу жизнь, иншаллах, построит, все исправит и даст благополучие, как в этой жизни, так и, иншаллах, вечной. На прошлом уроке мы с вами проходили хадис про покаяние и про то, что когда человек совершает какой-либо грех, получается, он через этот грех, получается, он отворачивается от своего Господа, потому что он выступает уже против Него, он переступает Его границы. Но что такое покаяние? Когда человек, понимая, что он совершил ошибку, что он совершил грех, что он не прав, и раскаиваясь в своем поступке, он обратно идет к кому? Возвращается к Аллаху. Вот это возвращение, это есть покаяние. Да, у покаяния есть свои условия, но мы не об этом, так ведь? Мы говорили о том, что вот когда раб, казалось бы, отворачивается, покидает своего Господа, но потом, раскаиваясь, он возвращается к Нему с покаянием, с просьбой о прощении, вот в этот момент Аллах Тааля, Он радуется. Он радуется, несмотря на то, что Он не нуждается в нас. Он не нуждается в нас. И один из ученых, объясняя вот эту ситуацию, он привел пример сына. То есть маленький сын, который ослушался свою мать, и мать выдворила сына из дома. Но, объясняя ему, что я же тебя предупреждала, сын мой, я предупреждала, что тебе нельзя это делать, но это ты сделал, и она вытворила, то есть выгнала своего сына маленького из дома. То есть как наказание. Какое-то время, несколько секунд, надменно, может быть, да, ну ладно уж, выгнали. Сын прошел вперед, обидевшись на мать, которая поругала сына, да, но через некоторое время он остановился. Он оглянулся по сторонам, посмотрел на эту дверь, это чужая дверь, он там не нужен. Посмотрел на это крыльцо, и он там не нужен. Посмотрел на этот дом, и им он не нужен, потому что он не ихний, так ведь? Потом он понял, что никому, кроме матери, он не может вернуться. И он понял свою ошибку, опустил свою голову и вернулся на крыльцо матери, но не посмел постучаться в дверь, потому что понял, что это была его ошибка, а не ошибка матери, так ведь? И мать наказала сына не просто так. Он какое-то время посидел на крыльце и заснул. Через некоторое время мать вышла на крыльцо и увидела вот этого беззащитного, слабого
сыночка, который вернулся на крыльцо матери, то есть поняв свою ошибку, да? И вот тогда сердце матери, оно было готово разорваться, потому что то милосердие, та любовь, которая хранится в сердце матери, да, это невозможно представить. Это невозможно представить. И тогда мать взяла своего сына, обняла и понесла домой. Понесла домой. И вот когда люди увидели это, вот этот ученый сказал, вот видите милосердие матери по отношению к своему сыну, да, несмотря ни на что. Иногда люди так много обижают своих матерей. Иногда совершают такие преступления против матери, да, Аллах сохласын, сами даже не понимая того, какой страшный грех они совершают. Какой страшный грех, который в первую очередь разрушит его жизнь, а не жизнь матери, да? Аллах Тааля, как может Аллах дать счастье, радость человеку, который сделал мать несчастной? Да, вот очень часто мы забываем про это, пренебрегаем этим, да? Но, несмотря на это, сердце матери, оно остается сердцем матери. И в любое время, если сын, дочь вернется, мать готова принять. И никто не может за это порицать мать. Вот кто может сказать? Сын обидел мать, потом вернулся, попросил прощения, мать простила. Вот кто может сказать, да я слабак она. Нельзя так прощать детей, да? Вот никто не может порицать мать за то, что мать прощает сына. Так ведь? Потому что все понимаем, что это мать. Иногда отец может не простить, да? Мужчины, они другие. А вот мать, она прощает. И никто не может это порицать, так ведь? А вот Аллах, невозможно сравнить милость Аллаха с милостью Его творений. И ученые говорят, что милость делится на два вида. Есть милость Аллаха, которым Аллах одаряет своих рабов. И 99 из 100, получается 99% милости, Аллах оставил для жизни вечной. Для кого получается? В аду там милость не нужна. Так ведь? Для рая. И только 1% Аллах, это в хадисе, Аллах раздал всем жителям земли, дунья, включая всех животных, включая всех птиц, у них тоже есть милосердие, включая всех людей, верующих, неверующих. И поэтому посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал, даже лошадь поднимает свое копыто, чтобы не наступить на свое чадо, вот это, на своего ребенка. Для нас-то, для него-то это ребенок, так ведь? Он поднимает свое копыто по этому милосердию. То есть потому, что Аллах ему дал. Поэтому все абсолютно, вот это все милосердие, вся вот эта любовь, да, это 1% из всей милости. А остальные 99% Аллах оставил, получается, для жителей рая. То есть люди, которые окажутся в раю, Аллах им раздаст 99%. Вот представьте себе, да, как это будет много. Как это будет много. Потому что все, что мы имеем, это 1%. И невозможно поэтому сравнить милость матери по отношению к своему сыну с милостью Аллаха, которую он может проявить по отношению к своим рабам. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Инна Аллаха архаму». «Инна Аллаха архаму». То есть, воистину Аллах архаму би'ибадихи, архам, то есть более милостив к своим рабам, миналь валидати биwаладиха, нежели мать по отношению к своему сыну, к своему ребенку. То есть милость Аллаха безгранична. Вот это первое, то, что Аллах нам раздал между нами, да, распределил, это первая милость. А вторая милость, мы говорили, что ученые разделили рахма, милость, на две части. Вторая милость, это уже милость, которая не имеет границ, это милость Аллаха. Это милость Аллаха. Поэтому почему мы не можем порицать матерей, которые прощают своих детей?
И иногда люди задают вопрос, а почему вот Аллах прощает людей? Он же там сколько лет творил бесчинство, он сколько лет совершал грехи, и если он придет к Аллаху, Аллах простит его. Конечно, простит. Почему мы понимаем прощение матери и не можем понять прощение Аллаха? Аллах прощает, если действительно этот человек искренний в своем раскаянии, в своем покаянии. Поэтому, альхамдулилля. И Аллах не только прощает, Аллах радуется. Аллах радуется, когда видит, что его раб возвращается обратно. И вот этот хадис, который мы с вами прошли, достоверный хадис в сборниках имам Муслима, имам Ахмада, вот когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, привел пример путника, да, путник, который остановился под тенью дерева, заснул, и когда он проснулся, верховое животное путника, да, куда-то убежало. Со всей провизией, вода, еда, все, и транспорт, он пешком не может дойти, да. И тогда он был в панике, он не знал, что делать, потому что он прекрасно понимал, что он не дойдет до дома без этого живого, он не выживет, все, это погибель, это смерть. И он в панике побежал на тот холм, забрался, смотрит, нету, на тот холм, на тот, и все, он отчаялся, нет животного, конь, лошадь, верблюд, неважно, все, куда-то убежало. И тогда он сказал, я лучше вернусь на тот тень дерева, под тень того дерева и буду ждать смерти там. Все, он уже приготовился умереть, да? И видит, что животное вернулось. И уздечка, которую он прикрепил, да, оно прямо идет по земле, тянется по земле. И вот здесь он так обрадовался, Еще говорится в другом, здесь этого нет, да, когда он увидел, он так обрадовался и захотел поблагодарить Аллаха, и он сказал, что он сказал? О Аллах, я твой Господь, а ты мой раб. То есть он перепутал. Но все это было от сердца, это было от счастья, да? Он же увидел, у него есть шанс, и он сказал, о Аллах, ты мой раб, а я твой Господь. Он перепутал слова. Да, это страшные слова, но вот в этот момент Аллах радовался больше, чем радуется он. То есть, поэтому милость Аллаха, она безгранична. И Аллах любит и радуется, когда его рабы возвращаются к нему. Аллах любит, когда его рабы и спрашивают его о прощении. Аллах любит, когда они каются, когда они плачут. И мы с вами много об этом говорили, что иногда Аллах Тааля открывает перед нами врата каких-либо грехов, прегрешений, чтобы через это прегрешение открыть для нас ворота к покаянию. Мы с вами еще в начале этой книги говорили, что даже пророки, что касается мирских деяний, да, не в этой миссии пророчества, они никогда не ошибались, когда доводили до людей истину. Здесь они были защищенными, Аллах защищал их от грехов. Но были моменты, когда они ошибались. Но мы с вами говорили, правило железное, да, у пророков. Если пророк совершал какой-либо грех, после этого греха он совершал столько покаяния, что в результате, да, вот это его состояние, оно становилось ближе к Аллаху, чем его состояние до совершения греха. То есть этот грех способствовал тому, что он стал ближе к Аллаху через покаяние за этот грех. Мы с вами приводили пример Адам, алейхиссалям, да, который вкусил плод, запретный плод, и он столько тауба сделал, он столько каялся за свой этот грех, и Аллах Тааля его приблизил к себе. Мы говорили и про пророка, там не названо его имя, да, который сел на муравейник, и муравей укусил его, и за это он уничтожил все семейство, и тогда Аллах Тааля через вахи, то есть ниспослал на него откровение и порицал его, сделал порицание этому пророку за то, что почему он получил вред от одного муравья, а уничтожил все семейство. И вот эти моменты, они воспитывали пророков. И они становились ближе через что? После этого греха, через покаяние. Поэтому, альхамдулилля, это милость Аллаха. Это милость Аллаха
что есть покаяние, что есть возможность. И вот сегодня поговорим, иншаллах, истигфар, об истигфаре. Что такое истигфар? Истигфар – это когда человек обращается к Аллаху и просит Его о прощении. Истигфар, ястагфиру, истагфара, он попросил прощения. Ястагфиру, в настоящем времени глагол, он просит прощения. Истигфар – это просьба о прощении. Аллах Тааля, обращаясь в хадис Кудси, в священном хадисе, это в сборниках имама Муслима, он обращается к своим рабам и говорит: «Я ибади, о рабы мои, воистину вы ошибаетесь. Лейлян ва нахаран, антум тахтауна лейлян ва нахара, вы совершаете грехи, совершаете ошибки и денно, и ночно. Ва ана агфиру дзунуба джамиан, а я прощаю все грехи». То есть вы совершаете грехи и днем, и ночью, а я их прощаю. Фастагфируни агфир лякум, поэтому просите у меня прощения, и я прощу вам. Я прощу вам. Аллах Тааля обращается к нам, чтобы мы просили у Аллаха прощения. И Аллах прощает. Поэтому вот это есть истигфар, когда человек конкретно просит прощения за свои грехи и говорит: астагфируллах, астагфируллах, о Аллах, то есть астагфируллах дословно я прошу прощения у Аллаха. Я прошу прощения у Аллаха. То есть когда мы говорим, например, там повторяем астагфируллах, 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 то есть я прошу прощения, форма такая, да, я прошу прощения у Аллаха. И Аллах Тааля, сурат Аль-Имран, говорит: ас-сабирин, то есть они терпеливы, они проявляют терпение. Вас-садикин, они правдивы, Валь-канитин, они смиренны, не надменны, они смиренны перед Аллахом. Валь-мунфикин, и они тратят из того, что Аллах им дал. Все, они дают, жертвуют, тратят. Валь-мустагфирина биль-асхар, и Аллах Тааля говорит: и они просят прощения у Аллаха биль-асхар, то есть каждое утро. Сухур, во время сухура, мы знаем это время, до наступления утреннего намаза, и они просят у Аллаха прощения биль-асхар, во время сухура. Это сурат Аль-Имран, 17 аят. То есть Аллах Тааля, перечисляя качества вот этих богобоязненных верующих, Аллах Тааля завершает вот это перечисление, описание именно теми, которые просят прощения. И в другом аяте, сурат Ан-Ниса, 64 аят, Аллах Тааля говорит: «Вама арсална мин расулин илля лиютаа биивнилля». И кого бы мы не отправляли из посланников, мы его отправляли только для того, лиюта, чтобы ему повиновались. То есть каждый пророк, каждый посланник, он был отправлен к своему народу, а наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, всем народам, для чего? Илля лиюта, кроме как, чтобы ему повиновались, чтобы следовали за ним, биивнилляхи, конечно, с соизволения Всевышнего Аллаха. «Валяу аннахум идзаляму анфусахум». И если они совершают зулим, то есть зулим — это притеснение, так ведь, по отношению к самому себе, потому что мы с вами говорили очень часто в Коране, когда говорится в хадисах, «залим ли нафсихи», то есть тот, кто совершает зулим по отношению к себе, это человек, который совершает грех. То есть человек, совершая грех, в первую очередь совершает зулим, несправедливость по отношению к самому себе, потому что он отдаляет себя, в первую очередь, от милости Аллаха, он лишает себя удела, то есть человек совершает грех и закрывает свой риск, баракат закрывает себе. Поэтому человек, который совершает грех, он совершает несправедливость по отношению к себе в первую очередь. И вот джаука фастагфаруллах вастагфара лахумур расуль. Если, говорит, те, которые совершают зулим по отношению к себе, если они придут к тебе, фастагфаруллах, если они будут просить прощения у Аллаха, вастагфара лахумур расуль, и посланник будет просить за них, лаваджадуллаха тауабар рахима. То есть если они
будут просить у Аллаха прощения за то, что они проявили несправедливость по отношению к себе. И за них будет просить пророк прощения. О Аллах, прости им, как наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, просил, да? Ля ваджадуллаха, то есть они несомненно найдут Аллаха тауабан рахима, то есть тем, который принимает покаяние. Несомненно, Аллах примет их покаяние и найдут Аллаха милостивым. Рахима. Суратун Ниса, 64 аят. Также Суратун Ниса, сура женщины, 110 аят. «Ваман я'маль су'ан ау язлиму нафса». И тот, кто совершил какую-либо мерзость, какое-либо прегрешение или совершил несправедливость по отношению к себе, «Thumма», но затем, после этого греха, «Ястагфирилляха», он попросил у Аллаха прощения, «Яджидилляха гафурур рахима», он найдет Аллаха прощающим, гафуран рахима, и милостивым. То есть, если человек, совершая грех, он начинает просить у Аллаха прощения за этот грех, он найдет Аллаха прощающим и милостивым. Следующий аят — это сурат Аль-Анфаль, 33 аят. Аллах Та'аля говорит: «Вама кана Аллаху лию'адзибахум ва анта фихим, вама кана Аллаху му'адзибахум ва хум ястагфирун». И Аллах не будет их наказывать, пока ты рядом с ними. И Аллах не был наказывающим их, пока они ва хум ястагфирун, пока не просят о прощении. То есть пока люди будут понимать, что они грешны, пока люди будут просить у Аллаха прощения, Аллах не будет наказывать этих людей. Суратуль Анфаль, 33 аят. И суратуль Зарият, это как раз, нет, это другой аят. Аллах Та'аля говорит: «Вабиль асхарихум ястагфирун». И каждое утро, то есть по утрам, биль асхари, они просят у Аллаха прощения. Ад-Зарият, 18 аят. Поэтому очень много аятов, которые призывают нас, чтобы мы просили у Аллаха прощения. Аллах Та'аля не скрывает и не хочет скрывать, что Он прощающий. Он не хочет скрывать, что Он прощающий. Он все время нам напоминает, Он все время повторяет в аятах, что если вы, рабы мои, совершили какой-либо грех, вы знаете, я прощающий. Вернитесь ко мне, и я прощу вас. Покайтесь, и я приму ваше покаяние. Поэтому Аллах Та'аля все время напоминает нам, что Он прощающий, и призывает нас, чтобы мы просили у Аллаха прощения. Идем дальше. Хадис. В сборниках имама Аль-Бухари, имам Ахмад Ан-Насаи от Шаддад ибн Аус, ради Аллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Сайидуль истигфар», то есть господин всех истигфаров, то есть это самый лучший вид просьбы у Аллаха прощения. То есть можно по-разному просить у Аллаха, так ведь прощение, но посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Сайидуль истигфар», то есть истигфарның әфәндісі, иң зурысы, то есть самый достойный вид истигфара, антакуль, когда ты будешь говорить: «Аллахумма анта рабби, ла иляха илля анта». О Аллах, Ты мой Господь, Ты мой Господь. Ла иляха илля ант, и нет достойного поклонения, нет божества, кроме Тебя. Ла иляха илля ант. Халактани, и Ты создал меня. Ты Создатель мой. То есть без Тебя меня бы вообще не было бы. Я бы был ничем. Так ведь? Халактани, Ты создал меня. Ва ана абдука, я Твой раб. Ва ана абдука, я Твой раб. Ва ана аля ахдика ва ва'дика мастатагту. И я по мере моих возможностей буду хранить договор с Тобой. То есть ахдун, то есть у нас есть договор с Аллахом, чтобы мы, например, поклонялись только одному Аллаху. Чтобы мы не нарушали Его границы, не переступали Его границы. Чтобы мы хранили Его фарзы, например, 5 намазов. Так ведь? Поэтому мы, обращаясь к Аллаху, мы еще не просим о прощении. Вот обратите внимание, иншаллах, у нас это будет еще отдельно урок.
некоторые виды истигфара, которые посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям научил нас. И вот там мы еще разберем это, да? Поэтому сегодня я так вкратце. Вот мы уже сколько слов сказали, но еще ни разу не говорили про «О Аллах, прости меня», да? Поэтому сначала мы восхваляем Аллаха, потом мы признаем, кто есть мы и кто есть Он. То есть это очень важный момент ответить на два вопроса. Кто Он и кто я. Если человек поймет вот этот ответ на этот вопрос, да, альхамдулилля, многие вещи у него встанут на свое место, на правильное место. Вот кто ты и кто Он. Это очень важно. Он – это Господь небес и земли, который не нуждается в тебе, и ты – это слабый, беззащитный, который каждое мгновение нуждается в Его милости, в Его заботе, и грешный, весь погрязший в грехах, да, весь погрязший в долгах перед Ним, грешный Его раб. Вот это очень важно понять, кто Он и кто ты. И вот ты говоришь: «О Аллах, Ты мой Господь, и нет божества достойного поклонения, кроме Тебя. Халяктани, Ты создал меня, то есть без Тебя я никто, меня бы и не было бы, да? Ва ана абдука, и я твой раб». Все, я твой раб. Ва ана аля ахдика ва ва'дика мастата. И я по мере моих возможностей буду хранить договор с тобой. Договор с тобой и обещание. Ауду бика мин шарри ма санат. О Аллах, я ищу твоей защиты, то есть прибегаю к твоей защите, мин шарри ма санат, от зла того, что я сам сделал. Что я сам сделал. То есть, получается, мы говорим: «О Аллах, защити меня от меня». Так ведь? «О Аллах, я прошу Тебя, чтобы Ты защитил меня от самого себя». Поэтому мы говорим: «Ауду бика», я прибегаю к Твоей защите, «мин шарри», от зла, ма санарту, от зла того, что я сам сделал. То есть, от моих грехов. Так ведь? «Абу уляка бини'матика алейя». Очень важный момент. Я признаю твои блага по отношению ко мне. Я признаю, что все, что у меня есть, это и мое здоровье, это мое имущество, это моя семья, это вот это солнце, это день, ночь, все. Это, если во мне есть какое-то благо, иман, таухид, какие-то благие дела, да, я признаю, что это все твое. Это твои блага по отношению ко мне. Вот очень важно понять, увидеть блага Всевышнего Аллаха, прежде чем понять, что ты весь в грехах. Пока человек не увидит, сколько благ он получает от Аллаха, он никогда не поймет, что он весь в грехах. Очень много людей, пусть Аллах даст нам всем хидаят, да, очень много людей, им так тяжело понять, что они погрязли в грехах. То есть, чтобы понять, что ты грешен перед Аллахом, да, что у тебя очень много грехов, ты должен очень много понять. Ты должен очень много по лестнице подняться. Недавно приехал в один поселок, позвали на вагаз, на урок. Захожу в мечеть, и там апа убирается в мечети. И я говорю: «Апа, я уж не могу пролететь через этот коридор, мне придется уж топтать этот линолеум, который вы помыли». Говорит. Я говорю: я так пошутил, я говорю, был бы я ангелом, я бы просто пролетел бы. Но я говорю, я грешный человек, поэтому мои грехи меня тянут вниз. Я так хотел, немножко пошутить. Она так поняла, что я такой очень страшный человек, грех, да, весь грешник. Альхамдулилля, мы должны понимать, что у нас очень много грехов. Да, тебе, говорит, на вагаз надо сходить, говорит, апа, говорит, да, может, немножко поможет, говорит, прямо так, говорит, азрак файдасы булар, говорит, ты сходи, говорит, улам, на вагаз. Я говорю: откуда вагаз-то? Да вот с Казани приехал Юсуф Хазрат, говорит. Поэтому, чтобы понять, что ты весь в грехах, да, это надо много еще идти, работать над собой. И поэтому пусть Аллах тауфик нам всем даст. Пусть Аллах. Потому что те люди, которые думают, что у них нет грехов, да, они не понимают. Поэтому очень важно понять, сколько Аллах тебе дал благ, и как ты ему за это, как ты его отблагодарил за это.
Потому что когда ты видишь, что вот все Аллах тебе дал, да, и ты понимаешь, что ну никак ты не можешь отплатить Аллаху за это, да, ну никак не можешь, ну невозможно отплатить за, вот как можно оценить зрение, сколько оно стоит, как можно, вот рука у тебя целый месяц служила тебе, да, и вот в конце месяца, если бы пришел счет, вот как можно, да, вот как можно определить, сколько стоит вот то, что у тебя руки или ноги работали, да, или вот, например, электричество-то еще можно, да, а вот солнце, Аллах Тааля тебе целый месяц солнце дал, да, или там воздух дал, воздух Он тебе дал, да, или там дожди дал, вот сколько стоит один дождь, например, да, Он бы отправлял бы нам счет, или сколько стоит сходить один раз в туалет, вот сколько стоит, а вот ты попробуй не сходи, у кого-то есть такая болезнь, да, он бы все отдал бы, так как Харун ар-Рашид, когда пришел там с охоты или откуда-то пришел же, и так он хотел пить, и он позвал одного слугу, помощника, и говорит, принеси мне, говорит, воды, принеси мне воды, так хочу пить. И он принес косюшку воды, и прежде чем отдать это царю, говорит, можно, говорит, ну, халифу, говорит, халиф мой господин, можно, говорит, я задам вопрос. Вот если бы, говорит, ты так нуждался в этой воде, вот так бы хотел пить, а он действительно понимал, помощник, что халиф так хочет сейчас выпить эту воду, ты бы, говорит, сколько отдал за эту воду? Вот за одну косюшку воды ты бы сколько отдал? Это Харун ар-Рашиду он задал вопрос. Ну, тогда вот помощники были умные такие, да, слуги были умные, умных слуг набирали. И вот он подумал и сказал, я бы, говорит, наверное, половину моего этого царства отдал бы, говорит. Потому что, ну, действительно, вот если тебе так хочется, что ты все умираешь, да, ну, ты бы все отдал бы, да, половину. Он потом такой выпил и возвращает косюшку, а слуга еще один вопрос задает. А можно, говорит, еще один вопрос, да? А если бы, говорит, вот эта вода застряла бы у тебя там в организме, и чтобы просто от нее избавиться, ты не можешь избавиться, вот сколько бы ты дал? Он так подумал, действительно, вот, а если там застрянет где-то, да, и ты не сможешь просто избавиться от этой воды, да, просто совершить нужду свою, да, исправить. И он подумал, говорит, я, говорит, наверное, половину своего имущества отдал бы, говорит. И он такой подумал, да, говорит, оказывается, все твое имущество не стоит и косюшки, и мочи, говорит. Вот. Поэтому вот абу уляка бини'матика алейя, то есть я признаю твои блага по отношению ко мне. И вот после этого признания идет следующее признание. Ва абу уляка бидhanби, я признаю мои грехи перед тобой. То есть от тебя что? Блага. А от меня что? Грехи. Вот так получается. Ты мне даешь, а я грешу. То есть я признаю твои блага по отношению ко мне. И я признаю свои грехи. Я признаю свои грехи. Пока не признаешь грехи, невозможно каяться. Нет смысла каяться. Нет смысла там просить прощения, теребить воздух. Да, там взял кто-то там и сидит там астагфируллах, а сам не понимает. Он не понимает, о чем он говорит вообще. И вот вообще у нас вот эта автоматика, да, он вообще о чем говорит? Субханаллах. Он говорит великие слова, что Аллах пречист от всех недостатков. Ты куда? Как пулемет иногда смотришь на это. Астагфируллах. Пусть Аллах простит меня за это сравнение, да? Ты куда? Астагфируллах. Там, вот, или там альхамдулилля. Ты же восхваляешь Аллаха, машаллах. Поэтому очень важно понимать, о чем ты говоришь. И вот здесь, пока ты не поймешь вот эти два момента, да, все блага, которые к тебе идут, и что ты грешен перед Аллахом, то, что ты там говоришь, астагфируллах, там, о Аллах, прости меня, ну, от этого толка нет. От этого толка нет. А Аллаха не обманешь. Аллаха не обманешь. Поэтому очень важны вот эти два слова. Абу уляка бинигматика галая, абу уляка биданби. Я признаю свои грехи перед тобой. Вот здесь только начинается истигфар. Вот только здесь. Фагфирли, о Аллах, так прости меня. То есть все, ты признал, что нет божества достойного, кроме Аллаха, что Он твой Господь, а ты Его раб. И что ты по мере всех своих возможностей будешь хранить договор с Ним, и что ты признаешь, что все это Его блага, и что ты признаешь, что ты весь грешен перед Ним, и вот только тогда фагфирли, прости меня, Аллах, фаиннаху, и ты и спрашивая у Аллаха прощения, ты понимаешь следующую истину,
следующая истина. Фагфирли, прости меня, фаиннаху ля ягфиру дзунуба илля ан. Ведь поистине никто, кроме тебя, не может простить эти грехи. То есть, почему мы так настойчиво просим у Аллаха прощения? Потому что мы понимаем, если Аллах не простит эти грехи, то никто не может их простить. То есть, в каких-то житейских моментах, когда мы у кого-то что-то просим, мы понимаем, что если он не даст, другой даст. Ты пришел в магазин, хлеба нет, так иди к соседям, у них есть. Так ведь? Если на этой заправке бензина нет, так ты иди туда, там заправка будет. А если Аллах тебя не простит? Кому ты пойдешь? У тебя никого нет. Поэтому даже ученые говорят, если человек просит у Аллаха, и у него нет вот этой упорности, нет настойчивости, да, о Аллах, если хочешь, прости меня, если не хочешь, нет, получается, да. Или, например, о Аллах, если хочешь, дай мне, если не хочешь, не дай, то у этого человека проблема с иманом. У этого человека проблема с таухидом, потому что мусульманин, он когда просит у Аллаха, почему он настойчиво просит? Потому что он знает, если Аллах не даст, никто не даст. Если Аллах не простит, так никто его не простит больше. Поэтому у него вариантов нет. И он готов стучать, как посланник Аллаха сказал, когда просите у Аллаха, вы стучите в двери, и поэтому джидду, то есть будьте настойчивыми, чтобы Аллах открыл вам. Мы стучимся в дверь Аллаха, поэтому надо стучаться так, чтобы Аллах открыл нам. Да. И вот поэтому говорим, Аллах, прости меня, потому что кроме тебя никто не может эти грехи простить. И вот посланник Аллаха сказал, и кто будет говорить эти слова днем, мукинан биха, то есть будучи убежденным в этих словах, не просто так, я повторил эти слова, так сколько раз там, да? Нет, вот именно понимая смысл каждого слова, мухинан биха, фамата мин яумихи кабля ан юмсия, фахуа мин ахлиль джанна. И если он в этот день умрет до вечера, пока не наступит вечер, да, он будет из числа обладателей рая. За то, что он эти слова сказал днем и умер, пока день не прошел, он будет из числа мин ахлиль джанна, обладателей рая. Ваман калаха минал лейли. И кто говорил эти слова ночью, то есть эти слова нужно говорить и утром, и вечером. То есть вот этот хадис призывает нас к этому. И кто говорил эти слова ночью, фахуа мукинун биха, и он был убежден в этих словах, фамата кабля ан юсбиха, и он умер, пока не дожил до утра, то есть ночью сказал и умер, фахуа мин ахлиль джанна, он из числа обладателей рая. Этот хадис в сборниках Бухари, повторяю, имам Ахмад ан-Насаи. Вот поэтому, иншаллах, еще у нас будет отдельный урок именно вот по формам и вариантам истигфара, который нам оставил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Идем дальше. Аят. Суратуль Музаммиль, завернувшийся, переводится, да, 20-й аят. Аллах Та'аля говорит, «Уама тукаддиму ли анфусикум мин хайрин», то есть, чтобы вы не приготовили для самих себя из блага, то есть, получается, человек, который совершает какое-либо благодеяние, тем самым он готовит себе запас в судный день. Так ведь? То есть, Аллах Та'аля говорит, чтобы вы не приготовили для самих себя, не для кого-то, да, мин хайрин, из блага, таджидуху, вы непременно найдете это, то, что вы приготовили, индаллахи, вы найдете это у Аллаха, хуа хайран ва а'заму аджра. То есть вы найдете это хайран, то есть в лучшем виде, не в том виде, который вы сделали, а больше. И а'заму аджран, то есть в большем вознаграждении. Потому что Аллах Та'аля, мы знаем, в зависимости от твоего усердия, искренности, Аллах приумножает минимум 10 раз, может 700 раз, а может еще больше. Поэтому то, что ты совершил ради Него, из блага, а все это для тебя самого, да, ты найдешь у Аллаха в большем вознаграждении. И Аллах Та'аля говорит, «Вастагфаруллах», и просите у Аллаха прощения, воистину Аллах прощающий и милостивый. Следующий аят, сурат Аль-Имран. Еще 2 аята, и иншаллах завершим.
Аль-Имран, 159 аят. Аллах Та'аля говорит, обращаясь к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, «Фа'фу анхум». Прости их. Прости их. То есть было время, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, люди ущемляли его права. Так ведь? Люди говорили ему недостойные слова. Но Аллах Та'аля говорит, «Фа'фу анхум». Прости их. «Вастагфир лахум». И попроси прощения за них. У кого? У Аллаха. То есть сам их прости. И попроси прощения у Аллаха за них. «Вастагфир лахум». «Вашауирхум фил амр». И советуйся с ним в делах. Советуйся с людьми в делах. «Фаида азамта». А когда ты примешь решение, все, вот ты посоветовался, принял решение, «Фатаваккаль аля Аллах». Положись на Аллаха. Положись на Аллаха. «Инна Аллаха юхиббу аль-мутаваккилин». Воистину Аллах любит тех, которые полагаются на Него. Сурат Аль-Имран, 159 аят. Вот здесь Аллах Та'аля призывает пророка, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы он прощал людей и чтобы он обращался к Аллаху и попросил прощения за них, чтобы Аллах простил их грехи. Следующий аят Мумтахана. Сура Мумтахана, то есть в переводе означает испытуемая. У меня уже язык устал. Аллах Та'аля говорит, «Фабаи'хунна». То есть Аллах Та'аля говорит про этих женщин и говорит, прими их присягу. То есть женщины, которые пришли к тебе с верой, с иманом, «Фабаи'хунна», прими их присягу, «Вастагфир лахунна Аллах». И попроси у Аллаха прощения за них. То есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, получил призыв Аллаха, чтобы он обратился к Аллаху и попросил прощения за грехи этих женщин. Поэтому, альхамдулилля, вот очень много аятов. У нас еще осталось много хадисов про истигфар. Ну, наверное, на сегодня достаточно, иншаллах. Пусть Аллах простит наши грехи, ибо эти грехи может простить только Он, поэтому просить у Аллаха прощения всегда. И, как ученые сказали, когда один спросил, тогда пришел за насихатом к одному из, по-моему, табигинов, и сказал, тогда, говорит, мне надо субханаллах говорить, то есть все время восхвалять Аллаха. Он говорит, субханаллах, это, говорит, миск, благовоние, а тебе, говорит, мыло нужно. Мыло, то есть мыло есть истигфар. Поэтому истигфар это есть мыло, давайте отмывать наши грехи. Субханакаллахумма бихамди, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ва джазакумуллаху хайран. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.